В ближайший час расскажем о самых заметных экономических, спортивных событиях, мировые новости и многое другое. И начнем с курса валют, который Центробанк установил сегодня. Курс доллара составил 63 рубля 57 копеек. Евро остановилось на отметке в 70 рублей 38 копеек. Касаемо обмена доллара в Якутске, покупает по лучшей цене Восточный банк за 63 рубля 43 копейки, а продает банк АТБ за 63 рубля 85 копеек. Евро выгоднее всего покупает тот же Восточный банк за 70 рублей 33 копейки, а продает банк АТБ за 70 рублей 79 копеек. В Якутске прошли 4 аукциона по продаже рассыпных месторождений на территории региона. Крупные недропользователи «Поиск золота» в ходе аукциона по участку «Рогатый ручей» с притоком ручья «Правый Рогатый» поднял стартовый платеж до 95,2 миллионов рублей. Участок Кебергел-Юреге достался обществу АДК почти за 13,5 миллионов рублей. Компания «Чаран» получила право вести разведку и добычу на участке «Извилистый ручей», предложив итоговый платеж в размере 2,5 миллионов рублей. А работы на ручье «Ранний» сможет вести компания «Маяк» в ходе аукциона, поднявшая стартовый платеж почти до 2 миллионов рублей. «Алроса» опубликовала результаты продаж алмазного сырья и бриллиантов в ноябре и за 11 месяцев текущего года. В прошлом месяце удалось реализовать продукцию на общую сумму почти 288 миллионов долларов, что на 5% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего же с января по ноябрь продажи алмазно-бриллиантовой продукции составили почти 3 миллиарда долларов. Результаты продаж в ноябре свидетельствуют о постепенном восстановлении баланса в секторе огранки, главным образом в Индии. Положительное влияние на объемы реализации оказывает некоторое оживление спроса у потребителей в ключевых регионах мира. Между тем, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о всероссийской переписи населения. Она пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. На ее организацию из бюджета будет выделено более 30 миллиардов рублей. На отдаленных и труднодоступных территориях перепись будет проходить с 1 апреля по 20 декабря следующего года. Предварительные итоги переписи появятся уже в апреле 2021 года, а окончательные в 4-м квартале 2022. Льготные кредиты под 6-8% получили якутские предприниматели в текущем году. Общая сумма льготного кредитования составила около 200 миллионов рублей. Также предпринимателям оказана поддержка при составлении сайтов, проведении маркетинговых исследований, разработке бизнес-планов. Такую работу ведут через Центр «Мой бизнес». Кроме того, в центре предоставляются услуги по сопровождению и продвижению проектов. Здесь также работает коворкинг-центр, переговорная комната и конференц-зал. Отметим, что помимо Якутска подобные центры работают в Алданском, Намском, Нюрбинском, Горном, Мегино-Кангаласском районах. В целом к нам обращаются с различными вопросами, все, что касается предпринимательской сферы. Это обращаются как и физлица, которые только желают открыть свой бизнес. И на стадии, чтобы избежать своих первоначальных ошибок, мы их консультируем. То есть каким образом зарегистрироваться, как удобнее сделать, как правильно выбрать систему налогообложения, как правильно выбрать вид экономической деятельности. Это позволяет предпринимателям, точнее лицам, которые хотят открыть свой бизнес, на начальном этапе избежать ошибок. В России могут появиться скидки на электроэнергию. Предлагается разрешить оплачивать потраченные киловатт-часы существенно ниже действующих тарифов. Подробнее расскажет в экономическом обзоре мой коллега Иван Лазаренко. Иван, а кто сможет воспользоваться таким дисконтом? Сергей, приветствую. Право на получение субсидий имеют те граждане, чьи расходы на услуги ЖКХ превышают установленный федеральным законом порог. Это 22% от общего совокупного дохода семьи. Это новости экономики в студии. Иван Лазаренко. В России могут появиться скидки на электроэнергию. Оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%. Предлагается разрешить гражданам с небольшими доходами. Для остальных же будет действовать экономически обоснованный тариф. Граждане, чьи расходы на оплату услуг ЖКХ превышают установленный законом порог, имеют право на субсидию. На федеральном уровне это 22% совокупного дохода семьи. Отмечается, что потребление электроэнергии населением постоянно растет. С 2005 года
года его доля выросла с 11 до 17% всего объема. С одной стороны, это свидетельствует о росте благосостояния граждан, считают в Комитете Госдумы по энергетике. С другой остается проблема перекрестного субсидирования, при котором сдерживание роста тарифов для населения компенсируется их увеличением для другой категории потребителей – для промышленности. Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон об отмене комиссии за переводы между физлицами внутри одного банка, так называемого банковского роуминга. Размер комиссионного вознаграждения не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях одной и той же кредитной организации, говорится в законе. Ранее глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что закон был поддержан, так как он восстанавливает справедливость для жителей регионов, которые пользуются услугами одного и того же банка. Документ вступит в силу спустя 180 дней после его официального опубликования. За это время банки должны успеть пересмотреть свои тарифы. Минстрой России может учесть предложение ввести гибкую тарифную политику по обращению с твердыми коммунальными отходами. В частности, предлагается полностью отменить плату за вывоз мусора для детей до 3 лет и ввести льготные ставки для дошкольников и младших школьников до 11 лет, а также освободить от платежей за детей многодетные и малоимущие семьи. По оценке общественников, это будет способствовать снижению долгов россиян за услуги ЖКХ. В ноябре стало известно, что неплатежи юридических лиц за вывоз мусора составляют 70%. Согласно нацпроекта «Экология», который должен быть реализован в России до 2024 года, в частности, планируется создать условия для вторичной переработки всех отходов потребления, запрещенных к захоронению. Всего на реализацию проекта направят 4 триллиона рублей, 3 из которых получат от инвесторов. И продолжая тему, Минприроды подготовила изменения в законодательство, позволяющие во всех случаях оплачивать вывоз мусора по фактическому накоплению, а не по нормативам. Региональные власти смогут принимать решения об оплате потребителями вывоза мусора, исходя из количества и объема контейнеров и баков, установленных на площадке. Это позволит избежать конфликтных и неразрешимых ситуаций между потребителями и региональными операторами по определению способа оплаты, отмечают авторы инициативы. Минприроды также предлагает дифференцировать нормативы в зависимости от местности, а также категорий потребителей, это юрлица и физлица, и объектов, на которых образуются отходы. Планируется, что новый порядок заработает уже с 1 января 2020 года. Обсуждение перспектив введения 4-дневной рабочей недели в России отложено на неопределенный срок. Консультации по этому вопросу планировались в ноябре в рамках трехсторонней комиссии под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. По словам экспертов, в ближайшее время от этой дискуссии с высокой вероятностью откажутся, так как стало ясно, что без экономических потерь воплотить идею не получится. Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, предупредили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта. По данным организации, убытки за 9 месяцев 2019 года составили 9,7 миллиарда рублей, а за весь год потери авиакомпаний составят около 40 миллиардов. Это обусловлено тем, что у перевозчиков в январе-сентябре значительно выросли траты на аэропортовое обслуживание, обязательное страхование, увеличились общие затраты на топливо. При этом авиакомпании пока не получили обещанные 23 миллиарда рублей за скачок цен на топливо в 2018 году. А предложенный правительством механизм демпфера по-прежнему не работает. В сервисах по бронированию авиабилетов отмечают, что билеты на первый квартал 2020 года уже подорожали от 3 до 18% в зависимости от направления. Технический комитет при Росстандарте предложил ввести новые названия для молокосодержащих продуктов с растительными жирами. Нововведение поможет покупателю более четко понимать, где молочный продукт, а где нет. Сейчас молокосодержащая продукция входит в категорию молочных продуктов. По регламенту до 50% жировой базы в ней может состоять из растительных жиров, например, пальмового или кокосового масла. На этикетке указано, что продукция содержит заменители молочного жира и произведена по технологии сметаны, творога, сыра и так далее. Необходимые уточнения о замене жиров или белков указаны в их составе, но потребители его не всегда изучают. Зачастую такая продукция ассоциируется у граждан с натуральным молоком, а это заблуждение. Напомню, с июля магазины начали разделять молочную и молокосодержащую продукцию, чтобы избежать их смешения. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Сергей, ну а я прощаюсь. Свежая и актуальная информация обязательно появится в следующих выпусках. Спасибо. Иван, спасибо тебе, а мы продолжаем нашу программу.
В столице Южной Якутии идет капитальный ремонт детской поликлиники Нерюнгринской ЦРБ, который начался 2 мая текущего года. Работы ведут в рамках плана мероприятий социального развития Центров экономического роста Якутии. На проведение капитального ремонта и реконструкцию направлено более 100 миллионов рублей. На прямой линии с нами Сергей Козюра из Нерюнгри. Сергей, что на сегодня уже сделано? Да, Сергей, добрый день. Вот вы знаете, в отличие от программы переселения, которая с блеском в кавычках была реализована в нашем районе, здесь все идет по принципу «сказано, сделано». Тьфу-тьфу-тьфу, ну, во всяком случае, пока. Как мы видим, работа бурлит и кипит. Но более подробно, что уже сделано, что предстоит сделать, мы поговорим с главным педиатром Нерюнгринского района Петром Федоровым. Петр Артемович, добрый день. Ну, скажите, пожалуйста, что уже на сегодняшний день сделано, что предстоит сделать? На сегодняшний день у нас проведены ремонтные работы по фасаду, по замене окон, по ремонту входной группы и вентиляции. Также проведены у нас демонтажные работы. Сроки окончания работы по блоку Б планируются на начало 2020 года, а по окончанию ремонта всего здания на конец 2020 года. Петр Артемович, ну скажите, пожалуйста, помимо капитального ремонта, да, будут еще какие-то вложения, скажем, в приобретении современного медицинского оборудования? Да, конечно, у нас планируется приобретение, уже приобретается оборудование для кабинета лор-врача в виде лор-комбайна. Также у нас приобретено офтальмологическое оборудование для врача-офтальмолога. И планируется еще закупка эндоскопического оборудования и оборудования для кинезитерапии в виде тренажеров и для проведения лечебных физкультур. Ну, то есть по завершению ремонта это все будет установлено и функционировать? Да, все будет устанавливаться по мере завершения ремонта, по мере окончания ремонта кабинетов, в которых все это будет производиться. Спасибо, Петр Артемович. Ну, а еще что хочется добавить, что несмотря на капитальный ремонт, детская поликлиника продолжает свою работу, так как ремонт разбит по секторам. Сейчас он проходит в секторе Б. После завершения в этом секторе, то есть специалисты и врачи переедут в этот сектор, а подрядчики туда. В общем, поликлиника работает все в штатном режиме, ну а мы радуемся и верим, что все-таки, наверное, подрядчик оказался честным и ремонт проходит хорошо. У нас на этом все. Сергей. Сергей, спасибо. Спасибо. Сергей Козюра о капитальном ремонте в детской поликлинике Нерюнгринской ЦРБ. Далее переходим к мировым новостям. В Париже прошел саммит нормандской четверки. Мировая пресса подводит итоги встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции. По результатам новых переговоров в нормандском формате, первых за последние 3 года, удалось договориться об обмене пленными и новом отводе войск, рассказывает Никита Конев. В Париже прошел саммит нормандской четверки. Впервые за один стол переговоров сели президент России Владимир Путин и новый глава Украины Владимир Зеленский. Лидеры в общей сложности больше 8 часов обсуждали ситуацию на востоке Украины, как все вместе, так и в формате двусторонних встреч. Однако говорить о серьезных успехах не приходится. В первую очередь не удалось достичь соглашения по отводу войск со всей линии соприкосновения. Договорились лишь о том, что к концу марта 2020-го вооруженные силы ДНР, ЛНР и Киева отступят от еще 3 населенных пунктов. Ключевой вопрос о статусе самопровозглашенных республик также остался без ответа. Владимир Путин настаивает, что необходимо действовать в соответствии с Минскими соглашениями. Необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением на Украине политических реформ, предусмотренных Минскими соглашениями. В первую очередь речь идет о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса. И в конечном итоге придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в Минских соглашениях, о которых я упомянул в начале. Владимир Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что никогда не согласится на федерализацию Украины и изменение Конституции страны. В то же время я хотел бы обозначить несколько принципов, которые никогда не нарушу, будучи президентом Украины. Мы не допустим федерализации Украины и изменения Конституции по этому вопросу.
Наша страна — независимое государство, которое само определяет свой путь. Лидерам удалось договориться о новом обмене пленными по принципу «всех на всех». Это должно произойти до конца декабря. По итогам своих первых переговоров с Путиным Зеленский признал ничью. Не могу сказать, кто вышел победителем. Думаю, стоит быть дипломатичным, ведь мы только начали переговоры. Скажем, у нас ничья. За встречей в Париже внимательно наблюдали демонстранты в Киеве. Многие из них не верили в дипломатический талант Зеленского. В стране в последние месяцы продолжались протесты. Президента обвиняли в том, что он готов сдать государство. Однако в целом активисты сошлись на том, что их лидер выдержал удар. Сейчас похоже, что мы не сдали позиции. Можно считать положительным результатом, что мы не достигли соглашений по ряду вопросов. И я рад, что опасения многих украинцев не оправдались. Худшего сценария мы смогли избежать. Новая встреча в нормандском формате должна пройти через 4 месяца. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеров 4 стран примет Берлин. Накануне скончалась шведская исполнительница Мари Фредриксон, участница популярного в 90-е дуэта «Роксет». Певице был 61 год. По словам ее менеджера, причиной смерти стала прежняя болезнь. Подробности в репортаже наших коллег. Вокалистка шведского поп-дуэта «Роксет» Мари Фредриксон скончалась в понедельник на 62-м году жизни. Об этом сообщила ее менеджер Мари Димберг. По ее словам, исполнительница умерла от прежней болезни. В 2002 году у Мари Фредриксон диагностировали опухоль головного мозга. Певица перенесла операцию, а затем курсы лучевой терапии. Это позволило остановить рак, однако она много лет боролась с последствиями лечения. В 2016-м «Роксет» прекратила активную концертную деятельность из-за состояния здоровья вокалистки. Мари Фредриксон и композитор Пер Гессле образовали дуэт в 1986 году. В скором времени «Роксет» превратилась в одну из наиболее известных шведских поп-групп. Многие песни, среди которых «Listen to Your Heart» и «It Must Have Been Love», возглавляли мировые хит-парады. Всего у группы вышло 8 студийных альбомов. Последний из них «Good Karma» в 2016 году. Общий тираж проданных в мире пластинок с песнями «Роксет» превышает 75 миллионов копий. Параллельно с работой в дуэте Фредриксон развивала собственную сольную карьеру. Ее последний альбом «New» с песнями на шведском языке вышел в 2013 году. Сидней окутан плотной завесой дыма. Потушить лесные пожары, бушующие по всему штату Новый Южный Уэльс, уже никак не удается. На городских пляжах даже почернела вода. А наш коллега о чрезвычайной ситуации в штате. Жители Сиднея задыхаются от дыма, вызванного лесными пожарами. Город окутан плотной завесой. Спасатели по всему восточному побережью Австралии борются с новой волной возгораний. Пока температура в самом густонаселенном штате страны, Новом Южном Уэльсе, все растет. Пугающе выглядят знаменитые сиднейские пляжи. Из-за пепла вода почернела, и сейчас прибрежные пейзажи заставляют вспомнить не столько о серфинге и загаре, сколько о лавкрафтианских ужасах, таящихся в морской пучине. Местные жители, рискнувшие окунуться, говорят, что под водой не могли разглядеть даже собственных рук. Сейчас в регионе полыхают больше 100 пожаров. Многие из них не удается потушить вот уже несколько недель. Так, например, пламя охватило часть национального парка к северу от Сиднея. Метеорологи опасаются, что высокая температура, а столбик термометра приближается к 40 градусам, и сильный ветер усугубят ситуацию. Панды-близнецы из берлинского зоопарка наконец получили имена. Их решили назвать Мэн Сян и Мэн Юань, что в переводе с китайского означает «долгожданная мечта» и «исполненная мечта». Подробности в репортаже Артема Сторонова. Мэн Юань – исполненная мечта, и Мэн Сян – долгожданная мечта. Такие имена было решено дать пандам-близнецам, появившимся на свет 31 августа в берлинском зоопарке. Официальная церемония наречения медвежат прошла в понедельник, ровно в 100-й день их жизни. Это также был их первый публичный дебют. На мероприятие пригласили не только журналистов, но также мэра Берлина Михаэля Мюллера и посла Китая в Германии Ву Кена.
Правда, маленьких панд появление именитых гостей нисколько не впечатлило, и они сохраняли невозмутимость. Пока что посетители их не увидят. Мы хотим еще подождать, пока малыши научатся ходить и смогут оставаться в безопасности, следуя за мамой. Надеемся, что это произойдет уже в начале следующего года. Они очень быстро растут, прибавляют почти по 100 граммов в сутки. Это много. Сейчас медвежата весят уже почти по 6 килограммов каждый. В Берлине они будут жить недолго, по оценке специалистов, от 2 до 4 лет. А как только им больше не понадобится забота матери, они отправятся обратно на историческую родину в Китай. Продолжаем выпуск. Сотрудники МЧС по Приморскому краю помогли выбраться лошади, которая провалилась в технический колодец. Об этом сообщила пресс-служба ведомства накануне. По данным МЧС, сообщение о происшествии поступило от жителей села Подножье, расположенного на острове Русский. По словам очевидцев, животное ночью не заметило открытый люк и провалилось в него. Самостоятельно выбраться из колодца лошади не удалось. Также не сумел помочь животному и хозяин, попытавшийся вызволить его при помощи подручных средств. Для освобождения лошади спасателям пришлось задействовать специализированную технику. В МЧС отметили, что спасти животное было необходимо как можно скорее, поскольку оно находилось в воде и могло замерзнуть. Таким образом, прибыв на место, спасатели при помощи пожарного насоса откачали воду из колодца и вытащили лошадь подъемным краном. После удачного спасения животное было передано хозяину. А снегопад в Владивостоке привел к задержке ряда авиарейсов и автобусов в Приморье. Сегодня утром в столице Приморья начался снегопад. По данным синоптиков, его принес циклон, который вышел на северо-запад Японского моря. Ожидается, что почти во всем регионе пройдет снег, местами сильный. На побережье возможен дождь. В прибрежных районах усилится ветер, на дорогах отмечается снежный накат и гололед. Отменен авиарейс в Дальнереченск, задерживается вылет рейсов в Новосибирск, Москву, Хабаровск. Остальные перелеты пока выполняются по расписанию. Также отменены 14 автобусных рейсов в Находку, Большой Камень, Зарубино и другие населенные пункты. Местные жители в соцсетях публикуют фото заснеженных трасс, уже собираются пробки и отмечаются ДТП. А в Якутске обокрали пациента одной из больниц. Пострадавший мужчина заявил о краже планшета. Вором оказался ранее судимый за кражу 32-летний мужчина. Продолжит мой коллега Юрий Осипов. Юра, приветствую. Ждем от тебя подробностей. Да, здравствуй, Сергей. Как выяснили, полицейский подозреваемый выпивал в Нюрбинском районе и внезапно решил поехать в Якутск. Здесь он жил в гостиницах и съемных квартирах. Когда у него закончились деньги на оплату жилья, он оказался на улице. Однажды он решил зайти погреться в больницу и решил совершить кражу. Он зашел в одну из палат и увидел на тумбочке бесхозный планшет. Он украл его и продал. Вырученные деньги он просто пропил. Сейчас его задержали и заключили в изолятор временного содержания. Здравствуйте. Вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий в студии Юрий Осипов. Начнем с происшествий в нашем регионе. Житель Якутска стал жертвой интернет-мошенников. 27-летний горожанин сообщил полицейским, что его обокрал неизвестный. Потерпевший нашел сайт интернет-магазина, который продавал смартфоны по низкой цене. Молодой человек позвонил по указанному на сайте номеру и оформил заказ наложенным платежом. В тот же вечер к нему пришло СМС-сообщение с указанием трек-номера для отслеживания посылки. Через неделю посылка поступила на почту. Придя в почтовое отделение, мужчина оплатил заказ. Дома он вскрыл посылку, однако вместо обещанного смартфона внутри находился другой телефон в нерабочем состоянии. Затем мужчина обнаружил, что сайт, где он оформлял заказ, заблокирован. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В Тампонском районе мужчина осужден к реальному лишению свободы за кражу. Об этом сообщает прокуратура Якутии. В мае подсудимый попросил помочь своего знакомого подтолкнуть машину. При этом, увидев, что он выронил телефон из кармана, украл его. Спустя какое-то время по просьбе своей соседки он зашел к ней домой для оказания помощи в поисках денег, спрятанных ею в своей квартире, местонахождение которых она забыла. Но вместо того, чтобы помочь, найдя деньги, он взял их себе. Все это он совершил в период условного осуждения. На этот раз суд приговорил его к 6,5 годам в колонии общего режима. В Якутске участковые выявили факт фиктивной постановки на учет иностранцев. Безработная женщина в жилом доме, расположенном в микрорайоне Марха, поставила на миграционный учет около 40 иностранных граждан, но места для временного проживания им не предоставила. За оказанную услугу женщина получала от 3 до 5 тысяч рублей с человека. В ее отношении возбудили уголовное дело, ей грозит до 3 лет лишения свободы.
Нерюнгринские оперативники раскрыли кражу платежного терминала. О преступлении сообщила заведующая одного из магазинов поселка Чульман. Она рассказала, что ночью из тамбура магазина неизвестные похитили терминал приема платежей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний безработный местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление имущественного характера. Со слов подозреваемого, испытывая материальные трудности, он решил совершить кражу из данного магазина, потому что знал, что там находится терминал приема платежей, а ночью двери тамбура не запираются. Злоумышленник закрасил камеры видеонаблюдения баллончиком с краской, чтобы не попасть на видеозапись, после чего беспрепятственно проник в тамбур магазина, похитил терминал и спрятал его в подвале одного из домов неподалеку. Затем с помощью арматуры он вскрыл терминал и обнаружил там 24 тысячи рублей. Перейдем к происшествиям в мире. В проливе Дрейка разбился самолет ВВС Чили, на борту которого находились 38 человек. Ведется поисковая операция, однако шансы обнаружить выживших крайне малы, говорят в командовании. Подробности в следующем материале. Чилийский военный самолет «Геркулес С-130», на борту которого находились 38 человек, 17 членов экипажа и 21 пассажир, разбился в понедельник вечером в проливе Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой. Эту информацию подтвердило командование ВВС страны. Воздушное судно вылетело из чилийского города Пунта-Аренас в направлении антарктической базы имени президента Эдуардо Фрея Монталве. Там находившийся на его борту персонал должен был осмотреть трубопровод, поставляющий топливо. Примерно через час после вылета экипаж перестал выходить на связь. Регион, где пропал самолет, это практически нетронутый Дикий океан с населенными пингвинами, айсбергами. Национальные и зарубежные воздушные и морские суда прочесывают поверхность воды в поисках выживших. Что могло стать причиной падения, пока неизвестно, говорит генерал чилийских ВВС Франсиско Торрес. Метеорологические условия для полета были благоприятные. Именно поэтому рейс был запланирован и отправлен. На данный момент мы не рассматриваем плохие погодные условия в качестве основной версии. Другие факторы также расследуются. Однако руководство Чили и военно-воздушных сил страны признают, что шансы найти выживших крайне малы и продолжают уменьшаться с каждой минутой. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Сергей, к этому часу у меня вся информация. Увидимся в следующих выпусках. Да, Юр, спасибо. А мы идем далее. Русада получила официальное уведомление о несоответствии критическому требованию ВАДА. Исполком ВАДА накануне согласился с рекомендацией комитета лишить Русада статуса соответствия. Тем самым Россию на 4 года лишили Олимпиад и других крупных международных соревнований. Допущенные российские спортсмены смогут участвовать в них под нейтральным флагом. Русада понесло наказание за манипуляции с данными проверки на допинг российских спортсменов за период с 2012 по 2015 годы. Тем временем настоящим триумфом якутских спортсменов завершился первый этап всероссийских соревнований по пневматическому биатлону среди школьников «Кубок Анны Багалии». Соревнования завершились накануне в Мурманске. В программе турнира были 3 гонки. Чистую стрельбу и быстрый ход на лыжне продемонстрировали юные якутские биатлонисты. Золотые медали завоевали спортсмены из поселка Чульман. Ксения Янополец среди 2009-2010 годов рождения и Ярослав Кузнецов 2007-2008 годов рождения. Отметим, Ксения впервые участвовала в соревнованиях такого уровня и сразу такой успех. Розыгрыш клубного чемпионата мира по футболу стартует в Катаре, который в 2022 году примет матчи чемпионата мира. В соревновании примут участие 6 победителей клубных турниров, каждой из конфедераций, входящих в состав Всемирной организации, а также чемпион страны, принимающий клубный чемпионат мира. Подробнее об этом расскажет моя коллега Полина Долинская в рубрике «Спорт». Полина, приветствую. Кто поборется за звание сильнейшего клуба мира? Здравствуй, Сергей. В этом году за звание сильнейшего клуба мира будут бороться команды, которые выиграли самые престижные клубные турниры, проводимые под эгидой УЕФА. Это 6 лучших команд, таких как английский «Ливерпуль», бразильский «Фламенго» и мексиканский «Монтеррей». Это новости спорта на телеканале «Якутия-24», в студии Полина Долинская.
3 декабря в городе Ханты-Мансийск стартовал Кубок России по Северному многоборью. В столицу Югры приехали более сотни спортсменов из 12 регионов России. Республики Саха-Якутия и Коми, Магаданской и Тюменской областей, Красноярского, Хабаровского и Камчатского краев, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. В течение 5 соревновательных дней сильнейшие атлеты страны выявляли сильнейших в национальных видах спорта в таких категориях, как тройном национальном прыжке, беге с палкой, метание спортивного топора, метание аркана на хоре и прыжках через нарты. По результатам соревнований призовые места есть и на счету у якутян. Метание аркана на хоре среди мужчин первое место занимает Алексей Сазонов. Также он занимает второе место в дисциплине прыжки через нарты. Валерия Тупырина среди женщин занимает первое место в дисциплине метания аркана на хоре, тем самым установив рекорд России. Продолжаем тему национальных игр. В эти дни в Якутске проходит республиканский фестиваль по древним тюркским играм под названием «9 игр тюрков». На мероприятии в здании комплекса «Мадун» в эти минуты находится наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Дмитрий, здравствуй. Расскажи, что ожидает участников фестиваля и какую программу подготовили организаторы для гостей мероприятия? Добрый день, Полина. Хочется отметить, что фестиваль стартовал еще минувшим днем. На торжественной церемонии открытия присутствовали более 200 участников. Это учащиеся городских школ и центральных районов республики, а также приглашенные гости из национальных республик страны, в том числе и стран СНГ. Это представители делегации Республики Алтай, Казахстана, Кыргызстана и других республик. Хочется отметить, что сегодня на площадке Мадуна стартовала первая состязательная программа фестиваля. Здесь сегодня проводятся соревнования по настольным национальным играм народа Саха. В нем принимают как и приглашенные гости, так и участники фестиваля в целом. Здесь сегодня соревнуются ребята по хаблык-хамыске, по перетягиванию каната, палки, по туту-мерги и другие. И как отмечают организаторы, завтра день будет не менее насыщенным и более напряженным. Почему? Потому что завтра будут соревноваться по интеллектуальным играм. Свои игры будут представлять в том числе и приглашенные делегации. И вот что нам сообщил руководитель делегации из Казахстана. Будем проводить здесь казахскую национальную игру Асыгату и Бестас. И все играют нашими сейчас. Мы международный турнир проводим каждый год в Казахстане. Приезжает с Республики Саха, Киргизии и Монголии. Вот это представляем командные игры Асыгату здесь. Итоги сегодняшнего дня подведутся уже к концу сегодняшнего вечера. Хочется отметить, что данный фестиваль был организован в рамках года консолидации, который был объявлен в начале года главой региона Айсеном Николаевым. Полина, у меня все на этом. Большое спасибо, Дмитрий. Я напоминаю, с нами на связи был Дмитрий Тымыров, который рассказал, как проходит чемпионат по древним тюркским играм. Клубный чемпионат мира по футболу стартует в Катаре. В соревнованиях примут участие 6 победителей клубных турниров каждой из конфедераций, а также чемпионы страны, принимающих клубный чемпионат мира. В матче открытия клубного чемпионата мира, который состоится 11 декабря, сыграют в четвертьфинале саудовский Аль-Хиляль и тунисский Эсперанс. Самые статусные участники турнира Фламенго и Ливерпуль начнут свой путь на турнире в стадии 1/2 финала. Их матчи запланированы на 17 и 18 декабря. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами переиграла грузинку Нану Дзагнидзе в партии 7-го тура 2-го этапа Гран-при Международной шахматной федерации. После 7 туров лидирует Горячкина и Коныру, набрав по 5 очков. Третий идет Драновали, 4,5 очка, в активе Лагно, Анны Музычук и Крамплик по 4 балла. В 8-м туре состоится партия Горячкина-Гунина. Этап Гран-при в Монако завершится 15 декабря.
Россиянин Михаил Алаян стал обладателем золотого титула Всемирной боксерской ассоциации, одержав победу в поединке против панамца Ронала Батисты в Кемерове. Россиянин победил в весовой категории до 52 килограмм единогласным решением судей. Бой проходил из 12 раундов. Всего на счету 31-летнего боксера 5 побед и 1 поражение. На счету 22-летнего Батисты 14 боев, 12 побед и 2 поражения. Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой Черногории во втором матче основного группового раунда чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 35-28. Российская команда этим результатом гарантировала себе выход в полуфинал турнира. Россиянки заняли первое место в турнирной таблице группы «Д», победив во всех матчах предварительного группового этапа. Самой результативной в составе российской команды стала Юлия Моногарова, забив 12 мячей. Она же признана лучшим игроком встречи. Немного отстала от нее Ярослава Фролова, забросив 10 мячей. Еще по 4 гола на счету Анны Вяхеревой и Владилены Бобровниковой. Чемпионат мира завершится 15 декабря. На этом у меня все. Будьте в курсе новостей спорта на Якутия-24. Сергей, передаю тебе слово. Полина, спасибо. Я напомню, это была Полина Долинская с новостями спорта. А мы идем далее. В преддверии Нового года каждая хозяйка задумывается, что приготовить на главный праздник. Многие уже знают, какие блюда будут украшать их стол. Например, бурятские хозяйки порадуют своих близких бузами, а осетины – вкуснейшими пирогами. Что обязательно должно быть на праздничном столе у разных национальностей, рассказывает Альбина Шарафетдинова. Одно из традиционных национальных блюд народов Саха – строганина. Тонко нарезанная стружка и замороженная рыба или мясо. Чтобы строганина удалась, знатоки рекомендуют брать жирную рыбу и использовать только якутский нож. Новогоднее утро у якутов начинается с выпечки оладьев. Они имеют особое значение в многочисленных обрядах. Каждая хозяйка печет оладьи с доброй душой и благопожеланиями. Считается, что только так они будут вкусными. Гостей встречают обрядом кумысопития. Мы перед Новым годом очищаем дом, который у нас есть камелек. На этом священном огне даем оладьи и волос конины. На десерт кёрчех – напиток из охлажденных сливок и ягод. Чтобы он получился воздушным, его долго взбивают деревянной самодельной мутовкой. На новогоднем столе должен быть харта, жареные караси, кровяная колбаса, строганина обязательно и оладьи. Это все национальное, а так пирожки, кумыс, бырпах и кёрчех. А вот казахи отмечают Новый год дважды. Вместе со всеми россиянами зимой и по своей традиции весной. 21 марта они празднуют Наурыз. Для восточных народов этот праздник все равно, что Новый год. Ведь оба события считаются началом новой жизни. В этот день готовят праздничный стол, приглашают родных и близких. По традиции сидят казахи при этом на полу, на специальных одеялах. Самое главное блюдо у казахов – это бишбармак. Сначала готовят тесто. Тонкие пласты теста называют сочни. Их варят целиком. Подают вместе с картофелем и мясом. Его казахи едят руками. А бульон подают отдельно в чашках. К чаю готовят баурсаки и чак-чак. Без этих лакомств не обходится ни одно застолье. Самый вкусный бишбармак получается из конина. Там казы, карта, жая, шижик. Шижик это мы сами делаем. Это колбаса. В башкирской семье Витязевых существует традиция. На Новый год они делают пельмени с сюрпризом и подают гостям. Например, в пельмени кладут укроп – это к здоровью. Или кольцо – это к замужеству. Деньги – к богатству. Как оказалось, казахская и башкирская кухни схожи. У башкир главное блюдо – бешбармак, и оно не единственное. На новогоднем столе у башкир обязательно должно быть запеченный гусь, бишбармак, казы, тултырма. Казы – это натуральная колбаса, делается, берется жир из ребрышек, и мясо маринуют и делают колбасу.
И еще бишбармаку мы обязательно подаем курут. Это кисломолочный продукт, делать сами. На новогоднем столе у каждого из наших героев будут разные блюда. Однако по традиции 31 декабря все сядут за стол, чтобы проводить уходящий год и встретить новый. По двое курантов загадают желания, будут поздравлять друзей и родных и угощаться своими любимыми блюдами. Альбина Шарафидинова, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». В эти минуты в рамках 30-летия создания Ассоциации коренных малочисленных народов Севера в Якутске проходит открытый конкурс-фестиваль «Эхо тундры и тайги». На мероприятие съехались творческие коллективы со всех мест компактного проживания представителей коренных северян. Сейчас на месте события находится наш корреспондент Юлия Михайлова. Юля, приветствую. Ждем подробностей фестиваля. Ассоциация коренных малочисленных народов севера нашего региона отмечает свое 30-летие. И в честь 30-летия проводится данный фестиваль «Эхо тундры и тайги». Проводится фестиваль в 6-й раз. На него съехались представители коренных народов севера практически из всех мест компактного проживания. Я напомню, их 77. Это и Венкийское село Тяня в Алёкминском районе, и Венкийское село Иенгра в Нерюнгринском районе. Это и Момские эвены, это и Юкагиры, это и русско-устинцы. Хочу сказать, что малочисленные коренные народы за 30 лет проделали очень большой путь по сохранению своего языка, культуры, народных традиций. И, кстати, очень бережно к этим народным традициям относятся и русско-устинцы, старожилы, которые проживают в двух селах Русское Устье и Походск. И вот что нам накануне рассказала исполняющая обязанности председателя арктических старожилов Татьяна Шкулева. Ассоциация называется «Русские арктические старожилы», куда входят русско-устинцы и походчане. Нашей организации русско-устинцы в этом году исполнилось 10 лет. У нас был юбилей в январе месяце. Живем мы полной плодотворной жизнью. Каждый день у нас какие-то мероприятия, каждый день какие-то выступления. Чуть ли не каждый день у нас что-то есть по программе. В общем, мы занятые люди. Мы стараемся привлечь молодежь. Пытаемся, но это очень сложно. Общественной работой заниматься вообще сложно. И привлекать молодежь тем более в наше время. Я напомню, что фестиваль проводится в 6-й раз и призван пропагандировать культуру, традиции, народные языки коренных малочисленных народов Севера. Ассоциация объединяет на сегодня, это наша большая ассоциация, объединяет на сегодня эвенов, эвенков, долган, юкагиров, чукчей. Они все проживают большой дружной семьей и пытаются решить многочисленные проблемы, которые стоят перед ними. И вот за этот период, за 30 лет, конечно, пройден очень большой путь. И очень отрадно, что сегодня выступают и как представители творческие коллективы детских садов со всей республики, и даже семейные ансамбли, вот как сейчас у меня за спиной выступает эвенский ансамбль. Это семья, и вот они решили с 2015 года объединиться и стать пропагандистами своей народной культуры, своего языка. И это очень отрадно, что свой родной язык, и на нем поют, и танцуют маленькие дети нашей Якутии. И, кстати сказать, гости фестиваля, которые сейчас сидят в жюри, они отметили, что в Якутии, как нигде, активно пропагандируют и вообще делают все возможное, чтобы языки, культура наших народов малочисленных, она была сохранена. И хочется отметить также, что в дни проведения торжественных мероприятий, посвященных 30-летию нашей ассоциации, которая, кстати, является одной из старейших ассоциаций вообще в нашей стране, стоит отметить, что большая ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока младше нашей ровно на 1 год. И хочется сказать, что в эти дни проводится очень много мероприятий. Это не только танцы, но и серьезные разговоры с депутатами Элтумен, с уполномоченным по правам коренных малочисленных народов о тех проблемах, которые стоят сегодня перед северянами.
Мероприятия будут продолжены до 22 декабря. В их числе всевозможные выставки изобразительного искусства, это и художественная литература, это и народные промыслы. Пройдет также в рамках 30-летия большой фестиваль строганина. Ну и, собственно говоря, Сергей, мероприятие продолжается. Юлия, спасибо. Юлия Михайлова рассказала о фестивале коренных малочисленных народов Севера «Эхо тундры и тайги». И в завершение о погоде сегодня в крупных городах Якутии. В Алдании минус 21 градус, облачно, ветер 3 метра в секунду. В Ленске минус 27, штиль, облачно и идет снег. Переменная облачность в Мирном, там минус 31 градус, ветер 2 метра в секунду. В столице Южной Якутии Нерюнгри минус 25, ветер 2 метра в секунду, облачно и идет снег. И в столице Якутии минус 37, облачно, штиль и без осадков. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.